Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня я бы хотела затронуть такую тему. Тема очень актуальная. Не так давно был большой вброс, и люди это обсуждали. Потом телеграм-каналы все это и инстаграм, значит, площадки все это опровергали, писали большими буквами «это фейк». Да? Тема отставки главы Республики Саха Айсена Николаева. И вот, дескать, уже и правительственная комиссия приезжала, и там какие-то высокие чиновники приезжали в республику вместе с Айсеном Николаевым. Они, в общем, прилетели из Москвы. И непонятно, что происходит. Ну, скорее всего, отставка. И тут же, значит, опровержение: нет, это не отставка, значит, с Айсеном Сергеевичем все в порядке, он продолжает руководить регионом дальше. На мой взгляд, такой вброс сделан специально для того, чтобы люди начали его обсуждать, да, поскольку Айсен Николаев является сейчас самым непопулярным вообще политиком в Республике Саха. И он, кстати, еще и, по-моему, не очень высокий рейтинг у него сейчас вот в этом рейтинге губернаторов. Ну, в общем, не суть, да? Самое главное, что люди обсуждают, люди очень хотят, чтобы Айсен Николаев ушел. Люди об этом прямо мечтают, да? По крайней мере, половина, наверное, республики, понимая, что происходит вообще, что республика катится вот в эту долговую яму, они начинают это обсуждать и этому радоваться. И думать, кто же дальше будет. Да, вот кто-то писал о том, что, скорее всего, исполняющим обязанности главы региона, главы республики станет Павел Маринычев, нынешний президент компании «Алмазы России Саха», «Алросы». Ну, дескать, вот он наш, якутянин, да, он молодой, амбициозный, и он, ну, хотя он русский, да, но жена у него Саха и все такое. На мой же взгляд, мы все это уже проходили, да, 150 раз разные телеграм-каналы тоже постили такие новости, потом сами же их опровергали, что то Айсен уйдет, то Айсен не уйдет, значит, давайте на эту тему поговорим, а кто может прийти на его место. И, в общем, все это вот такое вот веселье время от времени происходит в медийном пространстве Республики Саха. На мой взгляд, это очередная попытка, ну, как и все предыдущие, да, разы, когда это все обсуждалось, очередная попытка отвлечь внимание людей от того, что на самом деле происходит в Республике Саха. А происходит, между прочим, очень страшные вещи. Не так давно, на днях буквально, телеграм-канал «Авторский взгляд» журналиста Владимира Нифонтова опубликовал удручающую статистику. Я сейчас вам ее зачитаю. Он опубликовал такой очень большой подробный пост о том, что происходит с экономикой Республики Саха. Сколько у нас долгов у Республики Саха. Первый, значит, долг перед Якутскэнерго – 20,5 миллиардов рублей. По проекту соглашения с Якутскэнерго республика признала долг перед энергетиками в 20,5 миллиардов рублей. Погашать его собираются в том числе за счет жителей и малого бизнеса. Тарифы на электроэнергию, пишет Нифонтов, будут расти в 2 раза быстрее инфляции, то есть сильнее, чем в среднем по России. Второе. Долги ГУП ЖКХ. Почти 24 миллиарда рублей. Общая кредиторская задолженность 23,9 миллиардов рублей, из них просроченная 6,8 миллиардов рублей. Это долг только за 2025 год. Плюс в 2026 году потребуется еще 41 миллиард субсидий для ОКК. Итог только по 2 крупным предприятиям около 43,5 миллиардов рублей долга. Сколько долгов у Саханефтегазсбыта, Сахатранснефтегаза, у авиакомпании Якутии и у полярных авиалиний, пока неизвестно. Итоги года все покажут, но там, скорее всего, долги тоже очень высокие. Далее, значит, задолженность по социальным выплатам у республики 1,8 миллиардов рублей.
На 1 октября 2025 года республика должна населению деньги, вот этот вот 1,8 миллиардов рублей по пособиям и субсидиям. Долги перед компанией корпорацией ВИЗ. Долг вообще этот неизвестен, но он не просто большой, да, он огромный. Почему неизвестен? Потому что власти скрывают данные. Да? Долг за строительство моста, долг за строительство социальных объектов, долг за Алан-Холленд, поликлинику и прочее. Даже пишет Нифонтов, что нет оценочных цифр. ВИЗ эти данные в отчетностях тоже своих не показывает. Но по оценкам Нифонтова там не меньше 20 миллиардов рублей. Точную сумму может назвать только Минфин и Министерство экономики. И они ее не публикуют. Далее. Государственный долг Республики Саха. 65,8 миллиардов рублей. Это данные Минфина. Итого по долгам уже больше 100 миллиардов выходит. Вообще приближается к 200 миллиардам рублей. Это совокупный долг бюджета Республики Саха и крупнейших республиканских предприятий. Плюс ко всем этим долгам республика берет на себя новые обязательства. Во-первых, это мастер-план Якутска. Запланировано 77,1 миллиардов рублей. Это прямые бюджетные расходы. Это все будет выплачиваться из бюджета Республики Саха. 225 миллиардов рублей на этот мастер-план – это внебюджетные источники. Проблема в том, что внебюджетные расходы все равно в итоге лягут на бюджет. Например, расходы группы ВИЗ на мост, они формально внебюджетные, но по концессии бюджет Республики Саха обязан будет компенсировать им эти деньги еще и с процентами. То есть внебюджетные постепенно превращаются в реальные бюджетные расходы, и они имеют тенденции к росту. Второе, на что республика планирует потратиться. Мастер-план города Нерюнгри. Вот у нас был мастер-план города Якутска, теперь мастер-план города Нерюнгри. 6,6 миллиардов рублей. 6 миллиардов 600 миллионов рублей из бюджета. 198 миллиардов рублей – это внебюджетные источники. Основной источник – Русгидро, но состояние написано нестабильное у Русгидро. Третий, мастер-план Тик-Синайба. На этот порт Тик-Синайба, портовый, нефтебаза в Найбе, да, планируется потратить 10,96 миллиардов рублей из бюджета и внебюджетных чуть больше 6 миллиардов рублей. Из этих внебюджетных 4,7 миллиардов – это строительство нефтебазы. Скорее всего, это будет финансировать Саханефтегазсбыт, а значит, опять же, бюджет и население. В итоге 90 миллиардов прямых расходов плюс сотни миллиардов внебюджетных, которые в итоге все равно будет оплачивать республика. Откуда брать деньги? По прогнозам, роста налогов и дивидендов от Алросы до 2028 года не будет. НДПИ за уголь дает около 1 миллиарда рублей в год. Крупные угольные компании имеют налоговые льготы, то есть там тоже ничего не ждать. Да? Доходы от золота вырастут только если цены подскочат в 3-4 раза. Но в ближайшие годы это маловероятно. Новые крупные производства появятся не раньше. Но если посчитать, что деньги появятся от новых крупных производств, то это будет не раньше 2030 года. Значит, и если они ждут, что какая-то креативная экономика и отрасль IT будут приносить деньги, то это тоже вряд ли, потому что доходы от этих отраслей очень маленькие. Главный вопрос, который Нифонтов задает, да, в самом конце, он пишет: есть вопрос, как жить будем и когда республику объявят банкротом. Сразу хочу сказать, что регионы в Российской Федерации, национальные республики не могут быть объявлены банкротами. Банкротство в российском праве регионов не предусмотрено. Более того, не предусмотрена процедура банкротства для муниципалитетов. Вот. Закон о банкротстве действует только для физических и юридических лиц. Для субъектов нет.
Но есть другое, да, де-факто банкротство. И это уже вот на самом деле реальная угроза. Да. У региона может наступить состояние, которое экономисты называют фактическим банкротством. Когда не хватает доходов на текущие расходы, когда долги, регион просто не может обслуживать свои долги, когда задерживает выплаты населению, когда предприятия региона буквально тонут в убытках, когда бюджет живет только на кредиты из Москвы, и когда регион перестает быть, ну, тогда уже признается, что регион перестал быть финансово самостоятельным, тогда это уже признается, да. И такие случаи на самом деле были. Это Тыва и это Республика Бурятия. Вот эти вот республики, ну, тут еще Ингушетия была, да, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Карачаево-Черкесия. Вот, фактически они после того, как перестали обслуживать свои долги, и, ну, то есть не могли выбраться из этой долговой ямы, они стали полностью зависимыми от центра. Что случится, если Республика Саха окажется в таком положении? У нас вполне легально могут ввести режим высокой долговой нагрузки, да, так называемая мягкая форма внешнего управления. Это когда Москва, то есть федералы, будут заниматься экономикой. Не республика будет, значит, контролировать свои финансы, а придет Москва и начнет диктовать, какие доходы, значит, разрешить расходы, какие проекты продвигать, какие заморозить и как распределять субсидии. Такое уже было в Республике Бурятия, когда предыдущий Наговицын не справился с экономикой, не справился с растущим государственным долгом. Когда у него были провалы по нацпроектам, тогда его заменили на антикризисного менеджера, да, так называемого Алексея Цидинова. Он, кстати, до сих пор, да, возглавляет республику. Такое же было значит, в Хакасии. Огромный долг был в Хакасии до 2018 года, и тогда Зимина, ну там еще и скандалы были коррупционные, и тогда Зимина сменили на Коновалова, коммуниста Коновалова, и он, ну, такая вот федеральный такой чиновник, да, пришел в регион управлять регионом. Ну, то есть, да, если подвести итог, то Республику Саха по закону объявить банкротом не смогут, но внешнее управление совершенно спокойно могут поставить, да, внешнего управляющего, какого-нибудь ИО москвича. Что в этом случае сможет нам предложить Москва? Рефинансирование, замену коммерческих кредитов на бюджетные, сделать реструктуризацию долга, да, и датировать еще раз регион на выравнивание. Взамен мы должны будем подписать соглашение об оздоровлении, где прописывается запрет на вообще новые инициативы, будет прописана дорожная карта, которую министерства федеральные будут писать для нас, для того, чтобы там как-то закрывать долги, да. Обязательно будет обязательство по приватизации самого последнего, продажи активов тех предприятий, которые у нас еще пока зарегистрированы в Республике Саха, а они у нас есть. Да, и, ну, куратор, как я уже говорила, будет назначен из Москвы. И, может быть, как в случае с той же самой Бурятией, поменяют руководителей региона. Возможно. Но я не знаю, насколько будет ли им выгодно Москве менять Айсен Николаева, потому что он ручной, настолько ручной, что он будет делать все, что Москва ему прикажет. Он и сейчас делает все, что Москва ему прикажет, он и дальше будет делать все, что Москва ему прикажет. Самое главное, что он продолжит отправлять наших мужчин на войну. Пушечное мясо Москве нужно. А потом, что они еще делают? Они еще дроны изготавливают, они еще и снайперов у нас обучают, и они у нас еще готовят всякую технику, типа квадроциклов. И очень большую гуманитарную помощь собирают со всей республики и отправляют на войну. Я думаю, там не только якутяне с этой гуманитарной помощи кормятся, да, там, наверное, и остальные солдаты тоже военные с этой гуманитарной помощи что-то имеют. Вот, поэтому он очень выгоден, он очень удобен центру.
Айсен Николаев. И у него парламент такой ручной практически, да. Посмотрите, как проходили последние голосования по той же самой Конституции. 10 человек против, 50 человек за. Вот. Большинство парламента будет, депутатов будет делать все, что прикажет им Айсен Николаев. Они уже отменили выборы в наслегах, и теперь там, скорее всего, будут назначаться такие же ручные главы наслегов. Там будут, ну, там уже сидят такие ручные улусные депутаты. И, в общем, все это только на руку Кремлю. Поэтому он и выгоден будет, он и выгоден Кремлю. Они никогда от него не откажутся. Поэтому все вот эти вот вбросы про то, что Айсен Николаев написал заявление об уходе, да, своем, или что-то там еще, или его заменят, да, уже приказ вышел туда-сюда. Это все на самом деле, да, это фейк, который они сами же вкидывают для того, чтобы народ повеселился и отвлекся от реальных насущных проблем. Я думаю, что у населения просто не будет выхода. Населению нужно будет затягивать пояса и ждать хороших времен. Но понимаете, в чем проблема, да? Это проблема не Айсена Николаева в том, что республика в таких страшных долгах находится. Причина в том, что республика находится в таких страшных долгах, она в Москве ведь. Она в Москве. Она закрывает глаза на то, что творится в регионах, да, на то, что творится в республиках. Вы думаете, Айсен Николаев один такой воришка? Самые главные воры в национальных республиках, вообще в регионах, это главы регионов. Всем это известно. Москва на это закрывает глаза. За главами регионов, поскольку они могут воровать, более мелкие чиновники, те, которые внизу стоят, они тоже начинают воровать. Воруют все вообще, да? И доворовались до такой степени теперь, да, что скоро будет вводить внешнее управление. Но подождите, но Москва же сама буквально назначила Айсена Николаева главой региона. То есть она сама создала такую ситуацию. Она стала причиной такой ситуации в республике Саха. И она теперь сама придет и будет решать этот вопрос. Это то же самое, что, например, я не знаю, насколько это корректное, да, сравнение, то же самое, что было в Чечне. Разбомбили всю Чечню, а потом стали выплачивать им деньги для того, чтобы они восстановили свои города. То же самое, что сейчас происходит в Украине, да, с этими разбомбленными, что они там восстанавливают? Мариуполь, да? Сначала разбомбили его, сравняли, стерли с лица земли дома, да? А потом стали вливать туда деньги для того, чтобы восстановить все это жилье. Вот. И теперь сами себя хвалят и говорят, посмотрите, какие мы молодцы. Мы восстанавливаем украинские города. То же самое происходит в регионах. Сначала они доводят регионы до банкротства, плюс такого, значит, никакого управленца ставят, который ничего не умеет, еще и ворует. И, во-вторых, они деньги забирают. Они практически все там подчастую забирают из регионов и потом бросают эти дотации. Сами доводят ситуацию до банкротства, а потом придут и поставят внешнее управление и поставят своего чиновника во главе региона, во главе республики. Вот проблема-то в этом. Поэтому нам нужна независимость, независимое государство для того, чтобы... И вот так вот будет по кругу идти, пока у власти будет вот эта вот вся воровская, криминальная, преступная группировка в России. А в этой России практически, я не знаю, всегда так было, и всегда так будет, и дальше будет. Нам нужно свое независимое государство, чтобы быть подальше от всех этих коррупционных схем, быть подальше от всего этого обмана. Придут либералы, вы думаете, что они нам поменяют систему, что ли? Я не думаю, что у нас что-то изменится в этом плане. Они также будут качать наши ресурсы, и также будут регион держать с протянутой рукой, для того, чтобы Москва жила хорошо. Россия – это Москва, все остальное – это не Россия. Вот. И все так думают.
Несмотря на то, что они возмущаются. Как это так? Быть такого не может, чтобы, значит, президент Российской Федерации решал, какую детскую площадку поставить, значит, где-нибудь во Владивостоке. Карамурза возмущался. Помните, да, в одном из прошлых роликов я эту его речь ставила. Эту его речь ставила. Вот, ну и что? Что нас ждет? Что нас ждет? Вообще не только Республику Саха, вообще все регионы ждет безденежье, нищета, банкротство, вот такое, да, де-факто. Голодные бунты уже совсем скоро ждут Россию, да, так что готовьтесь. И не надо этому удивляться. Надо с этим бороться, а бороться единственным... Это закончится только тогда, когда Республика Саха обретет независимость. Когда Республика Саха станет независимым государством. Только тогда мы сможем сами зарабатывать себе на жизнь.